Здравствуйте, владыка. Здравствуйте и Божие благословение всем телезрителям. Скоро 11 февраля, собор Коми Святых. Расскажите, пожалуйста, о подвижниках, входящих в него, о самом празднике. У нас уже 44 новомученика-исповедника в земле Коми просиявших вместе с 4 нашими святителями, Стефаном, Герасимом, Петеримом, Ионой. Из последних, то есть о них первых, конечно, 2 тоже мученика, это Петерим и Герасим. О святых Стефане и Герасим, Петериме и Ионе уже много людям писалось. Наверное, повторять много не стану сразу, а сказать, вот, что мне особенно запомнилось из тех, которых сейчас присоединили. Да? Ну, интереснейшая, конечно, история. Это с святителем, священномучеником Германом Ряшенцевым, который был осужден 6 раз, то есть и за 1, 2, 3 и так далее, не сломили его веру, да? И в тюрьме, и в ссылке. И вот он у нас отбывал здесь в Кочпане, местечко в Сыктывкаре, и был там псаломщиком и регентом, руководил хором, и даже ссыльные священнослужители, а то и архиереи, а другой раз и архиереев много приходило в гости, ну, по этапу, переходя через Сыктывкар, они заходили, знали, что в Кочпане такой-то храм святоказанский, и получалось, что на клиросе даже одни архиереи поют, и он улыбался, говорил, ну вот сегодня у нас настоящий архиерейский хор, то есть состоит из одних ссыльных архиереев. А к нему присоединялись очень интересные такие люди, как Елькин Павел. Он был коммунистом, он был рабочим на заводе в Санкт-Петербурге. Он местный выходец, но вот в Санкт-Петербурге у него продолжала жизнь. А потом он вернулся, познакомился с владыкой и вступил в эту дружину священную, да, то есть молиться в церкви, вести по православному хозяйству, отрекся от партии, поняв ее заблуждение. И вот он в один день с ним был расстрелян. Это вот что касается, запомнилось мне, мирян, потому что большинство канонизированные священники монашествующие, а здесь вот миряне. Так же, как и Ефимий Кочев с того же Вильгарта, это тоже недалеко, но там своя церковь есть, недалеко от Кочмана, Вильгарт, и он был старостой выбран. Тоже он был, так сказать, человек богатый по своему, так сказать, положению, двухэтажный дом, много детей. У него сын, кстати, внук стал героем Советского Союза. Но вот ключи не отдавал представителям советской власти на закрытие храма. А наоборот собирал подписи, чтобы сохранить всякими путями, сохранить церковь, чтобы люди могли молиться Богу. Вот за это его тоже арестовали, расстреляли. А надо сказать, что он... В общем-то, такой был сильный исповедник, ничего и не боялся. Вот тоже не сломили веру, несколько раз тоже арестовывали, отпускали его. Но такие, как, скажем, по монастырям нашим пройдемся, Кылтовский, Крестовоздвиженский женский монастырь, там своя святая Елизавета, она дважды была арестовываемая, тоже не сломили веру. Она была псаломщицей и певчей в Вильгарте, и собирали помощь, посылочки высыльным. То есть нужно было их питать, одевать, обувать в ссылке, и они помогали. Такая еще вот священная дружина, надо сказать, и этим занималась. Туда присоединились еще люди, и вот только арестовали и расстреляли 13 человек с владыкой. А вот уже, скажем, взять Ульянов монастырь, там отец Платон и романахи, 2 священномученика и Милетий. Причем, когда арестовали игумена в 18 году, закрывший монастырь, и Морозов был как раз в тюрьме, а с ним был и Милетий, а Платон возглавлял монастырь временно. Их потом тоже расстреляли в Сыктывкарской тюрьме. Причем Сыктывкарская тюрьма находится на месте нынешнего мемориального памятника, этой часовни. И там была тюрьма. И при тюрьме был всех скорбящих радости храм
Вот так там прямо расстреливали. Причем у нас 17 наших, так сказать, практически кто здесь родился, вырос или служил, был в этой епархии непосредственно на территории Коми-края. А были еще с других епархий. Вот их присоединили к нам. Это вот, скажем, Островидов, владыка Виктор. Он прославился в Уссыльме. И там был захоронен, там обрели его мощи. В 97 году вывезли в Уржум. Он оттуда родом, Кировской области. Он много свидетельствовал, много боролся с обновленцами. Такое движение было, противовес церкви, в борьбе с церковью, расколоть ее изнутри. Вот сообразили же зарегистрировать власти такую параллелизацию, параллельность вот именно этих умников, которые себя называли живоцерковниками еще, что они такая церковь по времени, берет во внимание, что уже все для народа, счастливое будущее строится, и церковь таковая должна быть, что мы в ногу идем со временем. И вот они даже смущали в этом плане, и патриарх не мог ничего тихо с ними поначалу сделать. Островидов хорошенько с ними схватился в битву. И когда уже патриарх умер, а это был на дворе 37-й год, Сергий, митрополит Строгородский, декларацию выпустил о соглашательстве с советской властью. Так он взял это соглашение, высланное по всем епархиям с Уржума, выслал назад патриарху, даже ничего не сказавши, а потом написал и обращение, что соглашательством никогда не согласится с этой богоборческой властью. То есть были такие люди, за это их расстреливали. А вспомнить там в Выжме был священномученик Иоанн, или, скажем, Керчомье, тоже Иоанн, но Попов фамилия другая, в храме Иоанна Крестителя. На этих храмах помещенные сейчас есть надписи, что здесь служил последнее время и был призван, так сказать, к мученической кончине. В Ибе видим тоже, смотрим, иконочка висит Николая, новомученика-исповедника Шумкова. Оттуда был арестован, хотя родился и подвижничал в Слутке. Значит, еще бывает, что кроме того, что они наши родные, святые для всей коми земли и для всей церкви потом, они еще очень местно чтимые, скажем, вот Николай Шумком и в Слутке, и в Ибе в селе. Сказать о более, так сказать, других, Ударский район, там свои мученики, скажем, в Семуково у нас Всеволод Потемкинский, да, он изобрел эту книгу для начальных классов, то есть светский ученый был. Очень много священников было светских ученых. Они преподавали в общеобразовательных школах, в девичьих гимназиях, девочки раздельно учились от мальчиков, преподавали там и там. То есть вот такие замечательные священнослужители, о которых вот хотелось сегодня как раз и вспомнить. Но их 44, поэтому программы нашей не хватит передачи. Владыка, вот когда рассказываешь о святых, люди так съеживаются и говорят: ой, какие слова, мученик, расстрел, тюрьма, пытки. Почему вот у вас все так вот через страдания, что нельзя к Богу прийти иначе, как без страданий? Я хочу сказать, что это от невоцерковленности. Вот и от того, как человек приходил в церковь. Может, кто-то и от страданий приходил, и потом он с этим как-то остался. А Господь ведь утирает наши слезы. Я лично пришел в церковь не от страданий. Я с отличным поведением примерным был в школе и начал 15 лет ходить в церковь, будучи отличником, хорошистом. И пришел в церковь просто как домой к своему отцу. Я рос без отца, безотцовщина, и мне так приятно было этого священника местного называть отец Иоанн, ходить хоть вот артикуляцией, так сказать, возместить то, что пропущено, пробел с раннего детства. И плакал от радости, что я в церкви. Церковь – это мать. Мне говорят мать, значит, я говорю, все у меня в порядке. У меня есть и мать, у меня есть и Отец Небесный. Да и вот батюшку тоже называю отцом. И у меня огромное, я от радости пришедший, поэтому темной ассоциации никогда и не было. То есть не всегда.
Не Получается, всегда. А что потом вот эти бесконечно многие в церкви пророчества. В каждой церкви есть какие-то святые люди. Они всегда были. И блаженные, мы их отмечали, посещали, проведывали, общались с ними. А вот Симферопольский владыка Леонтий, он мне предсказал, говорит, твое имя будет Петр. Я говорю, как Петр? Я Павел. А в схеме будешь Петр. Я говорю, так сейчас тоже Петерим, это Петр Римский переводится. Вот такой Дух Святой в церкви пророчества всегда не изживалось. Мне это всегда радовало. Так что нету никакой темной. И это мученикам я всегда думал, вот хоть бы владыку своего грудью своей защитить, если будут нападать, стрелять, да. Но всегда мы ожидали этого, что могут самого такого, кого ненавидит бес, кого ненавидит советская богоборческая власть, его обязательно должны почему-то убить, да? И такое было до поздних времен, даже 70-х, что в тюрьмы сажали, находили статьи. И вот я всегда думаю, какое счастье умереть за моего владыку Гермогена, которого я келейником был. То есть это кто как воспринимает. Для кого-то смерть это ужас и трепет, да, а для кого-то, как говорит апостол Павел, мне смерть приобретение, да, и Христос моя жизнь. Жизнь, да, есть Христос. Вот. А приобретение этой жизни есть как раз вот смерть. Так что смертью смерть по правой, и нам дает вот это вот веселье и радость. И такой у меня мой святитель Петерим, относящийся тоже к сонму наших святых коми, святых 11 февраля. О нем я хочу сказать, что это гордость ведь и национальная, потому что он крестил Иоанна III Калиту, а это все-таки человек, который Кремль завершил его архитектуру всю, да, завершил остатки татаро-монгольского ига, победоносные войны вел. Вообще грамотный был и царь, и тот, кто его крестил. Петерим, будучи архимандритом Чудового монастыря, он крестил. Так, пожалуй, это один из первых наших царей, ну тогда еще великих князей, которые крестились в Кремле именно в Чудовом монастыре. А потом уже крестился там Петр I, а потом там крестился император Александр II и так далее. Но этот монастырь советская власть разрушила. Но мы-то рады, что у нас такой есть Петерим высокограмотный, который приезжал на совещание, писал непримиряющимся Дмитрию Шемяке обращение от собора, да, но и он был сам автором этого письма московского. Он же являлся и гимнотворцем тому же, скажем, Алексию, митрополиту, и канон, и жития его, и так далее. То есть грамотнейший человек. И без него, когда уже епископом стал Пермский, не обходилась Москва. А что значит его, когда убила Сыка, и он лежал 40 дней в этом домике временном, срубленном у реки, там на месте его убийства. Да? Ждали от Москвы, где хоронить. Через 40 дней только пришло извещение, что его похоронить следом за Герасимом там же. И вот продолжилось вот это захоронение в подспорье, так сказать, Благовещенского храма. Вот там подспудно его захоронили. Также потом похоронили и Иону, святителя, но умершего своей смертью. Это великие подвижники, которые, не боясь смерти, просвещали и Вычегодскую нашу Пермь, и в Печорье, при Печорье, и в Ударском районе. Ну, Ударский район по большей части уже Ионе достался. А так после Стефана Пермского проходили. Я не скажу, что Стефан Пермский это не прошел. Конечно же, он прошел, но надо было повторять, надо было утверждать и так далее. Один, так сказать, посадил, второй поливает, Бог возвращает все. Также по Священному Писанию. Слава Богу, что такие коми святые, очень интересные жития. Они все есть в интернете, через Яндекс. Коми святых вы найдете, прочитаете, зачитаетесь их прекрасным житием. Владыка, вот архиерей, он обязательно должен быть монашествующий? Ведь в некоторых поместных православных церквах другая традиция, да? В основном традиция, что духовенство, конечно же, не женатое. Оно в период
своей истории жизненной различно. Бывает, что быв раньше женатым, но мало ли там развелся по серьезной причине, ну, не виновен он сам в этом разводе, или смерти супруги. Бывали, что они мирянами были женатые, да, или уже в монашество оба захотели, детей вырастили. Всяко бывало так. Но вот уже, когда в епископство принимают, бывшее духовенство и женатое, оно обязано быть монашествующим. То есть есть все условия к этому, согласие супруги, если она есть, на монашество, на развод, да. Потому что супруги тоже мечтают быть монахинями другой расы у священнослужителей, мы это знаем прекрасно. И вот по обоюдному согласию в монастырь можно уходить, когда дети выросли. Это такой порыв очень высокодуховный, и это берет во внимание наш священный синод и святейший патриарх. И избирают именно то, что больше принесет пользу. И так традиция состоялась. И сейчас бы странно было, что спустя несколько сотен лет мы вдруг бы поставили женатого епископа, да, ну, будучи при жене реально неразведенного, да. Вот. То есть таких случаев сейчас уже нету в практике. Но практика первого христианского времени имела такое. То есть были и женатые епископы, которым предписывалось все-таки большое, так сказать, правило, что они не должны имущество, так сказать, церковное как-то вот к себе пригребать и так далее. То есть мы видим в монашестве и духовенстве, и в епископате все-таки большую пользу, что такой человек полностью будет и душу, и тело, так сказать, посвящать церкви. Я умираю, все мое имущество и одежда до пояска этого все передается в церковь. Это собственность церкви. Это мои племянники должны знать. Но жены никогда не было. Вот племянники должны знать, что все, принадлежащее епископу Петериму, оно принадлежит церкви. Владыка, ну в завершение вот скажите, может, несколько слов о параллелях. Вы же, наверное, чувствуете, когда совершаете служение, вы продолжаете дело о коме святых. Вот помощь, может быть, какие-то наставления, вразумления, даже в той же сфере духовного образования, если обращаетесь. Вот как наши святители наставляют, подсказывают вам дело Божие совершать? Да вот даже когда мы строили над святителями часовню, над Герасимом, Петеримом, Ионой, да, Юрий Алексеевич инициатором Спиридонов был глава республики, строил там, то Владимиру, протоиерею нашему Маситому, был сон, святители приснились и сказали, что не беспокоить их подспудно, пусть так остается. Эта практика была до революции, и поэтому не беспокоить. Но и он, даже такой огонь как бы изошел, негодование, и все оставили как было. Надгробие сделали сверху, а копаться в земле не стали. Причем те исследователи, которые от правительства были, они подтвердили, что там земля нетронутая, то есть не нарушенная, старая, так сказать, вот та кладка, которая там была подспудно. Вот, что мы подтверждаем, что при советской власти там ничего не было нарушено, когда разрушали монастырь, имеется в виду, что если они там есть, то они не тронуты. Но и слава Богу, не тронуты, значит, будет, пускай и лежат. И таких случаев немало, когда святые нам открывают. А некоторые святые прямо являлись и говорили: пойдите там-то, найдите мои мощи. И такое бывает. Мы это тоже имеем в виду при канонизации новомучеников, потому что мощи многих не обретены, что будут откровения. Будет потом, может быть, теперь уж помогает и генетика в этом плане, ДНК, так сказать, и будут родственники привлекаемые. Кто-то же, племянники, например, живые еще есть от новомучеников, да, то через ДНК родственная связь от мощей, значит, и этого представителя рода. И слава Богу. А вот они являются другой раз и говорят, где они похоронены, где советская власть их там расстреляла, где они лежат, где их мощи. Все это может в любое время быть всем открыто. Спасибо, Владыка. Будем молиться усердно нашим святым. Да, будем молиться. Все святые, в коме просиявшие, молите Бога о нас. Аминь. И Божие всем благословения. Дай Бог вам здоровья.